47 лет назад, впервые на абхазской земле, над величественными горами и бескрайними просторами Черного моря прозвучали неподражаемой красоты волшебные звуки органа. В этот день состоялся знаменательный концерт в истории культуры Абхазии, открывший совершенно новую страницу в ее музыкальной жизни. Сегодня уже невозможно представить себе Пицунду без органа. Весть об уникальном звучании короля инструментов в древнем храме с исключительной акустикой разошлась далеко за пределы страны. Интерес к органной музыке сегодня очень высок. Хотя специалисты считают орган элитарным инструментом, музыка его очень доступна и понятна абсолютно всем, независимо от возраста, профессии, музыкальных предпочтений. Первыми в Пицунском храме сыграли органисты высочайшего класса, профессор Лейпцигской консерватории Вольфганг Шеттелих и органист Лейпцигского храма Святого Томаса Ханнес Кестнер. А с 1977 года по предложению профессора Ройзмана в храме ежегодно стали проводиться сентябрьские фестивали классической органной музыки. Традиции, заложенные Ройзманом, продолжила первая абхазская органистка Марина Шамба. В 1987 году она впервые исполнила на органе народные трагические произведения «Песень ранения», «Песень о скале» и колыбельную «Щищнани». Стоит отметить, что Марина Шамба долгое время мечтала переложить родные напевы на любимый инструмент. Когда я впервые услышала звуки органа, мне представился наш период времени махаджирства и вот эти три знаменитые народные абхазские песни. И появилась мысль, что именно вот эти произведения трагические, они прозвучали бы просто необыкновенно на органе. И вот мои друзья, композиторы на композиторском факультете в аспирантуре, когда училась в Москве, они дала им прочесть историю этих произведений, слова этих песен. И они сделали обработку для органа. И вот эти произведения у меня до сих пор как настольная книжка. Я ни с одной программы их не снимала. И, кстати, они проходят очень даже на ура. Пицунский орган пережил немало трудных времен. Несколько раз был буквально на грани выживания, но благодаря постоянно проявляемой заботе, проведению сложнейших реставрационных работ, по сей день в стенах храма звучат его завораживающие звуки. По инициативе Марины Шамба с 2012 года в Пицунском храме проходит ежегодный международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде». Участниками фестиваля являются как абхазские органисты, так и признанные мастера из России и многих других стран. За эти годы наш фестиваль стал известным музыкальным событием далеко за пределами Абхазии. К сожалению, из-за пандемии пришлось пропустить 2 года, но в этом году, к радости музыкантов и публики международного фестиваля, «Органные вечера в Пицунде» возобновил свою работу. Так, в сентябре этого года фестиваль вновь собирал полный зал ценителей классической органной музыки. Величавые, чарующие звуки, сотрясая древние своды храма, полными чудной гармонии, уносятся ввысь сквозь купол в поднебесье, в божественные просторы. Пицунский орган ни с чем нельзя сравнить, отмечает Марина Шамба. Фирма может выпустить много органов, а они все разные, поскольку они подгоняются под здание. Храма такого нет, и органа такого нет. Акустические данные тем более. Так что он единственный, храм единственный вместе с органом. Я просто проваливаюсь со своей работой, с этой музыкой, совершенно в другой мир, сказочный мир, и не нахожусь здесь. Инструмент жив, и он звучит, а значит, органные фестивали будут продолжать радовать и вновь соберут под сводами Пицунского храма известных исполнителей и любителей органной музыки.
Лаура Капш, Абхазское телевидение.